Очертания будущего гиганта становятся все заметнее. Встречу двух берегов Волги строители приближают в ускоренном темпе. Работают круглосуточно. Многотонную конструкцию будут держать 28 опор. Завершено строительство 8 из них. Пролеты соединяют так называемым методом надвижки. На данный момент производится надвижка низового пролетного строения на опору номер 23. Это пятая стадия надвижки. Общая протяженность сейчас составит 631 метр. Вот вы можете видеть, коллеги-мостовики переставляют карточки скольжения. Там сзади происходит у нас надвижка домкратами, и карточки скольжения переставляются, и надвижка происходит. Средняя скорость надвижки 3 метра в час. Сейчас мост собран на четверть. Второй в республике переход через Волгу соединит Лаишевский и Верхнеуслонский районы. Четырехполосное сооружение длиной 3 километра станет одним из главных объектов татарстанского участка М-12. Здесь на месте строительства уже возведен один мост. Временный, он предназначен специально для движения спецтехники. Причем сооружение не мешает движению судов. Предусмотрен специальный пролет. Ну а после завершения строительства этот мост будет разобран. Ход строительства сегодня осмотрели Марат Хуснуллин и Алексей Песошин. По словам вице-премьера страны, первые 100 километров трассы М-12 в Московской области запустят уже в сентябре. Это на год раньше запланированного срока. Трасса пройдет от Москвы до Екатеринбурга. Строительство автобана разделено на 9 отрезков. По нашей республике пройдет 2 из них длиной 142 километра. Проехать по ним в Татарстане можно будет уже в конце следующего года. Мы никогда за всю историю российского строительства за 2,5 года не строили такого уровня трассы. Никогда. Но вот сейчас по М-12 мы видим, что у нас получается тяжело. Это не просто так. Вот я скажу, это не легкая задача, но мы видим, что у нас получается. 4 участка идут с опережением, 4 идут где-то либо к графику, либо с небольшим отставанием. Но базово пока мы видим перспективу закончить этот участок в 2023 году, а в 2024 полноценно до Екатеринбурга. Как отметил Марат Хуснуллин, правительство страны дополнительно выделило на строительство трассы М-12 400 миллиардов рублей. Полная стоимость объекта – 820 миллиардов. Раз мы на год раньше дорогу строим, соответственно, нам и деньги нужны на год раньше. Вот вчера решения были приняты, значит, они поддержаны президентом Владимиром Владимировичем. Мы с Фонда национального благосостояния даем деньги на опережающее строительство данной трассы. Принято решение по М-12 на опережающее строительство. И с хорошей информацией скажу, что принято решение о выделении денег 260 миллиардов на строительство участка Казань-Екатеринбург. Выделены деньги на обход Твери. Проект грандиозный. О его масштабе говорят цифры. Ежедневно в строительстве задействовано 30 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники. Автобан – это не только основная трасса, но и десятки развязок и подъездных путей, которые тоже нужно построить. В их числе дорога Шали-Бавлы. Она свяжет М-12 с М-5. Порядка 4 миллиардов уже освоено. В этом году план 20,5 миллиардов освоится. Развернуты, определены 2 генподрядчика на 3 этапа. В полном масштабе работы идут. Субподрядчики все определены. Расширение федеральных автомобильных дорог, которые подходят от крупных населенных пунктов, административных центров к М-12, начиная с Владимира, Иваново, Нижнего Новгорода, Саранска, Арзамаса. Вся протяженность этих дорог измеряется в 450 километров. И за тот же период, пока будет строиться М-12, мы все эти дороги методами капитальных ремонтов расширим с 2 полос до 4. Общая протяженность трассы от Москвы до Екатеринбурга составит больше 1500 километров. Дорога откроет новые пути для экономического роста всей страны. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.